Да, Николаевич. Команду дайте. Команду дайте. Когда? Здесь не включу. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш круглый стол, который посвящен методическим объединениям в профессиональном развитии педагога. Уважаемые коллеги, 23 мая 2017 года состоялось заседание учебно-методического объединения общего образования Республики Коми. Решением заседания стали несколько системных вопросов. Во-первых, было принято важное для системы образования Республики Коми решение о том, что республиканские методические объединения начинают свою работу с 2017 года. Далее, одним из вопросов в рамках обсуждения на методическом объединении был вопрос утверждения положений республиканских методических объединений учителей, преподающих комплексный учебный курс ОРЦ, учителей коми-языка и литературы и преподавателей организации УБЖ. Было принято решение о том, что положение этих республиканских методических объединений принять и в ближайшее время разработать планы деятельности республиканских методических объединений. Далее, одним из решений заседания стало предоставление функций Институту развития образования организационного научно-методического сопровождения деятельности республиканских методических объединений, а также муниципальным методическим службам придание функций организации и методического сопровождения деятельности методических объединений муниципального уровня и уровня образовательной организации. Уважаемые коллеги, этим вопросом и посвящен наш круглый стол, и я предоставляю слово Светлане Александровне Моисеевой-Архиповой о вопросе актуализации деятельности республиканских методических объединений. Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую всех на сегодняшнем нашем заседании круглого стола. Благодарю за то, что у нас 13 муниципалитетов подключилось к нашему круглому столу. Мы прекрасно понимаем, что сегодня началась государственная итоговая аттестация. Идет в республике 2 экзамена по географии и информатике. Вы все несете ответственность за эту сложную, достаточно серьезную процедуру государственной итоговой аттестации, но тем не менее у нас осталось ряд вопросов, которые мы должны до завершения учебного года окончательно решить как организационно, так и структурно на уровне Республики Коми. Дело в том, что создание методических объединений – это не самоцель, это деятельность, которая, по сути дела, структурирована формированием национальной системы учительского роста. Вы слышите, как много внимания уделяется сейчас вопросам повышения профессиональной компетенции учителей в нашей стране. Вы наверняка в курсе тех выступлений, которых заявлялось министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Юрьевной Васильевой о наполнении содержания федерального государственного образовательного стандарта. И соединяя эти две задачи, принято решение о создании, по сути дела, к возвращению старой традиции. Вы помните, такие методические объединения у нас были в советской школе, к возвращению старой традиции и воссозданию учебно-методических объединений по вертикали, начиная от федерации, регионов, муниципалитетов, школ. Вот этой задачей мы сейчас и занимаемся. Без консолидации усилий наших на всех уровнях, республиканском, муниципальном и школьном, понятно, что мы не справимся с этой задачей. Что такое муниципальные методические объединения и республиканские методические объединения?
Это, по сути дела, профессиональные объединения учителей-предметников, которые должны формировать общественное мнение по содержанию образования, по профессиональной компетенции учителей и, по сути дела, формировать государственный заказ на то, что не хватает в этой системе, на что нужно обратить внимание, так, чтобы эти рекомендации шли соответствующим образом в муниципальные органы управления образования, в орган исполнительной власти Республики Коми и подведомственные организации, занимающиеся системой дополнительного образования, переподготовкой учителей, обращали бы на те или иные содержательные вопросы более пристальное внимание. Ничего особо нового в этой системе нет. Другое дело, что у нас есть иные технические и организационные возможности уже в 21 веке. Мы можем проводить вебинары, мы можем консолидироваться педагогическими сообществами, мы можем в сетях общаться, мы можем по большому счету реализовывать наши возможности, наши пожелания и в конкурсном движении, и в стажировочной деятельности, в тех или иных организационных процедурах, которые активно сейчас развивает Институт развития образования. И на этом пути нам бы хотелось, чтобы были предприняты очень быстрые, очень четкие оперативные решения по формированию тех структурных подразделений, которые должны быть в каждом муниципалитете. А вот чем они будут заниматься, каковы их задачи на сегодняшний день, чем обусловлено еще какими-то стратегическими региональными особенностями такое решение, расскажут об этом мои коллеги. Я передаю слово, да? Ректору, наверное, да? Да. Ректору Института развития образования Китайгородской Галине Владимировне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые руководители методических служб. Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы начинаем серию, цикл мероприятий, которые будут посвящены поддержке деятельности республиканских методических объединений. Действительно, республиканские методические объединения должны стать консолидирующими органами для системы образования Республики Коми. И на слайде вы видите 4 основные задачи, которые обозначены в утвержденном положении о республиканских методических объединениях. Мы должны вместе с вами определить для себя эти задачи как задачи не только стратегические, но и тактические. Мы совместно с председателем республиканских методических объединений должны принимать участие в разработке, в обсуждении обновленных концепций развития содержания учебных предметов и предметных областей. Мы должны с вами вместе понимать, что сегодня на федеральном уровне формируются новые подходы и технологии преподавания предметов. Мы вместе с вами должны принимать участие в федеральном обсуждении. И именно мы вместе с вами должны формировать педагогическое сообщество, которое должно быть готово к обсуждению на федеральном уровне обновленных концепций преподавания учебных предметов и предметных областей. Наша с вами задача, я намеренно еще раз обозначаю, это совместная с вами задача, которая должна активизировать деятельность каждого педагога, каждого педагогического работника. Именно благодаря нашим совместным действиям, нашей совместной деятельности мы сможем обеспечить качественное содержание и обновление методики преподавания каждого учебного предмета. Я вам напомню, что еще в 2015 году на республиканском уровне было принято решение о создании учебно-методического объединения по общему образованию. Это приказ, который был подписан 30 апреля 2015 года, и на протяжении 2 последних лет работа по экспертизе
концепция преподавания учебных предметов, конечно, она велась. Были сформированы экспертные советы, многие из вас тоже принимали участие в деятельности УМО по общему образованию, но на что бы мы хотели внимание наше с вами обратить? Да, мониторинг реализации в ГОС показал, что в настоящее время необходимо приступить к обновлению, дополнению в ГОС. Это федеральная повестка. Мы должны с вами понимать, что обновленные концепции, они служат инструментарием для наших совместных действий, которые послужат именно конкретными инструментами в деятельности уже каждого педагога. Примерно основные образовательные программы, которые приняты уже по всем учебным предметам, должны проходить в настоящее время качественную экспертизу. И на уровне республиканского УМО шла качественная работа. Многие из вас, многие члены УМО по общему образованию принимали участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся. Мы принимали участие и приглашали вас принять участие в разработке наших предложений по внедрению профстандарта педагога. В настоящее время в республиканское методическое объединение уже входят, и по крайней мере это предложения, которые поступают от вас, входят представители высшей школы, представители организаций среднего профессионального образования, представители муниципальных методических служб, специалисты Института развития образования, сотрудники министерства. И, наверное, самое важное, о чем бы мы хотели сегодня сказать, что УМО по общему образованию, оно в настоящее время является консолидирующим управленческим органом, который будет определять стратегию и тактику деятельности республиканских методических объединений. Вы на слайде видите, мы хотели актуализировать эту информацию, что УМО в настоящее время оно выполняет функцию научно-методического обеспечения приоритетных направлений модернизации системы образования. Оно на себя берет функцию управления системой методических объединений республиканского и муниципального уровней. Членами УМО являются и методисты, и преподаватели вузов, и, как я уже сказала, многие из членов УМО, они уже вошли в состав и республиканских методических объединений по предметам. Но те профессиональные эффекты, которые мы ожидали, к сожалению, они в настоящее время не соответствуют приоритетным направлениям развития образования в Российской Федерации. И мы фиксируем, что, к сожалению, многие советы не отработали по тем направлениям, которые были заявлены как основа их деятельности. Поэтому сегодня мы переходим от деятельности УМО по общему образованию к рассмотрению деятельности республиканских методических объединений как именно таких тактических управленческих органов, которые действительно помогут нам дойти до каждого педагога. Итак, какова же вертикаль управления? Это федеральное УМО по общему образованию, это республиканское УМО по общему образованию и республиканские методические объединения по всем учебным предметам и предметным областям. Поэтому цель республиканских методических объединений – это активизировать деятельность каждого педагогического работника. Мы должны с вами дойти до каждого педагога, методически, качественно сопроводить его деятельность. И если мы говорим о задачах на этот календарный год, то они уже были рассмотрены и поддержаны на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и председатель республиканского УМО по общему образованию Людмила Николаевна Гудрева сейчас их и представит.
Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, на экране вы видите вертикаль, ту вертикаль управления системой методических объединений, о которой вы слышали выше. Далее, на экране представлены 20 республиканских методических объединений, которые должны быть созданы к сентябрю 2017 года. Это значит, что, уважаемые руководители методических служб и методисты муниципального уровня и иных уровней управления образованием, это значит, что нам с вами за это время придется выполнить ряд задач. Во-первых, разработать документы, то есть положение о деятельности методических объединений. Далее, разработать план работы методических объединений. Мы предполагаем, что методические объединения по предметам и предметным областям будут выстроены в системный ряд по принципу матрешки. Муниципальное методическое объединение несет функции и управляет деятельностью школьных методических объединений по соответствующим предметам, а республиканское методическое объединение, в свою очередь, выполняет функции и курирует вопросы муниципальных методических объединений. Итак, 20 республиканских методических объединений, они на экране. В течение 1,5 месяцев специалисты Института развития образования занимались очень важной организационной и методической работой, подбором руководителей республиканских методических объединений. В качестве требований к руководителю республиканских методических объединений на экране ряд требований, я не буду их озвучивать, но в качестве одного из важных требований является наличие значимых результатов образовательной деятельности на уровне ребенка, а также важные и значимые результаты именно в качестве эксперта, то есть наличие опыта экспертной деятельности в рамках ЕГЭ-ОГЭ и в рамках других конкурсных республиканских мероприятий. Итак, основными задачами республиканского методического объединения являются обеспечение методологического единства, содержания и методов и средств обучения в системе непрерывного многоуровневого образования по учебному предмету. Выявление эффективных технологий, методов и средств обучения учебному предмету. Организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов, пособий, учебников и других методических материалов, которые могут быть рассмотрены и направлены вплоть до принятия решений на уровне федерального учебно-методического объединения. Далее, организация участия учителей в совершенствовании содержания формы методов повышения квалификации и профессиональной переподготовки и аттестации. То есть в данной части важны ваши рекомендации, ваше видение и советы, как лучше выстроить эту работу. Далее, важным является вовлечение педагогов, имеющих лучший педагогический опыт, в научную и публикационную деятельность. То есть экспертиза и рекомендации со стороны соответствующего уровня методического объединения структурам республиканским, которые функции публикации и издания имеют в качестве основных в своей деятельности. Организация и проведение экспертизы материалов, которые будут направлены и уже сейчас направляются из уровня федерального муниципального объединения по вертикали и направление рекомендаций, советов и решений в обратном порядке до уровня Российской Федерации, а также оказание помощи муниципальным и методическим объединениям учителей в подборе средств, методов обучения, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. То есть, уважаемые коллеги, вы видите, что важной составляющей является
не просто наличие компетенций руководителей муниципальных образований и членов методических объединений, но и представление этого опыта педагогическому сообществу. Уважаемые коллеги, вы прекрасно понимаете, что без уровня муниципальных методических служб, без сопровождения методических объединений со стороны муниципальных методических служб эти задачи качественно решены быть не могут. Таким образом, вы видите, что на слайде мы представили функции муниципальных методических служб. Во-первых, основной задачей и миссией муниципальных методических служб является привлечение к деятельности муниципальных и не только методических объединений любых уровней, признанных сообществом лидеров общественного мнения, которые готовы инициировать свое мнение и участвовать в принятии решений на любом уровне. Далее, основной функцией муниципальной методической службы в части организации работы республиканских методических объединений других уровней является организация деятельности муниципальных методических объединений с обязательным включением таких функций, как планирование, и мы надеемся на вашу компетенцию, на вашу поддержку муниципальных методических объединений в части составления плана и выполнения контроля этой деятельности. Далее, важной функцией муниципальных методических служб является и утверждение положений муниципальных методических объединений, а также планов деятельности методических объединений. Мы считаем, что вот эти виды работ должны быть утверждены приказами муниципального управления образованием. Организация очных встреч. Несмотря на то, что мы сейчас очень часто применяем различные формы, связанные с дистанционным общением, с применением дистанционных технологий, важным является и проведение очных мероприятий. Поэтому организация очных встреч, мероприятий по активизации взаимодействия членов сетевого сообщества именно в очном режиме также является важной функцией муниципальных методических служб. Анализ подведения итогов деятельности методических объединений за определенные промежутки времени, а также выделение значимых достижений учителей и представлением сообществу важных методических материалов, которые могут быть размещены в том числе и на портале, на сайте муниципальных методических служб. Далее, уважаемые коллеги, еще одной функцией, без которой невозможно успешное развитие муниципальных методических объединений, является создание и помощь в поддержке интернет-ресурса республиканских муниципальных методических объединений и школьных объединений учителей. Организация консультаций и круглых столов с ведущими учителями, практиками и научными работниками-методистами. Ну и многие муниципальные методические службы уже сейчас имеют специалистов, которые включаются в экспертные виды работ. Мы считаем, что для того, чтобы представить и предложить для муниципальных образований, для муниципальных методических объединений материалы для экспертизы и рассмотрения на заседаниях, важно пройти экспертное заключение и со стороны муниципальных методических служб. И в целом, уважаемые коллеги, нашей общей задачей является проектирование многоуровневой системы методического сопровождения деятельности учителя. Таким образом, мы можем сделать вывод, что сопровождение деятельности республиканских методических объединений – это функция Института развития образования. На уровне республики именно наша организация выступает в таком качестве. Ну а муниципальные методические службы, ваша задача –
обеспечить сопровождение муниципальных методических объединений и школьных объединений учителей. Задача достаточно сложная, но решаемая. И 23 мая на заседании учебно-методического объединения было принято решение, что к сентябрю уже мы с вами вместе совместно должны будем подготовить, как уже выше было сказано, положение о деятельности 20 республиканских методических объединений и далее муниципальных методических объединений и начать работу по реализации планов методических объединений. На экране решение республиканского методического объединения. Ну и вы видите, что одним из пунктов решения является рекомендовать и утвердить список руководителей республиканских методических объединений. Сегодня примерный список создан, и мы надеемся, что в ближайшее время, буквально в течение первой недели, эту информацию мы сможем вам представить на сайтах Министерства образования, молодежной политики и на сайте Института развития образования. И далее, уважаемые коллеги, нам предстоит совместно сформировать списки руководителей муниципальных и республиканских методических объединений и муниципальных методических объединений. Хочется подчеркнуть, что предварительно вами направлена информация в адрес института об участниках республиканских методических объединений. Однако, надо сказать, что, по всей видимости, не со всеми из будущих членов методических объединений действительно произошел разговор по их участию в этой работе. Мы сталкиваемся с тем, что наши коллеги обращаются по указанным адресам, и в ряде муниципальных образований учителя оказываются не в курсе того, что они являются руководителями либо членами республиканских методических объединений. Поэтому мы сталкиваемся с этой ситуацией и просим вас еще раз вернуться к этому вопросу и проработать с каждым претендентом участие в этой работе. Спасибо за внимание. Я хочу предоставить слово Светлане Александровне Моисеевой-Архиповой. Уважаемые коллеги, по участникам. Перед нами стоит очень важная задача. По сути дела, это те органы, которые и будут решать вопросы содержания образования, методики преподавания тех или иных предметов в муниципалитетах. Передо мной список всех муниципалитетов и всех предметов, где есть методические объединения. Что мы видим? Если учителя математики и учителя русского языка и литературы объединены в такие методические объединения практически во всех 20 муниципалитетах Республики Коми, то целый ряд учебных предметов у нас остаются бесконтрольными и по содержанию, и не обсуждаются те или иные проблемы в ряде муниципалитетов. По многим предметам у нас звучит здесь Троицко-Печорский район, прошу обратить на это внимание. Нет методических объединений, учителей географии, информатики, биологии, химии, предметной области искусства, учителей начальных классов, учителей физической культуры, педагогов-библиотекарей, нет методических объединений, которые реализуют, учителей, которые реализуют программы этнокультурной направленности, учителей технологии, преподавателей ОБЖ, ОРГЗ. По сути дела, это все учебные предметы учебного плана. За ними идет Приузский район, Удорский район фигурирует таким же образом. Вот Усть-Цилимский район встречается довольно-таки часто, особенно по методам предметов естественного цикла. Прошу обратить на это внимание. Это недопустимая ситуация. Я понимаю, что в Кайгородском районе немного детей и небольшое количество образовательных организаций.
Но содержание образования от этого и методика преподавания учебных предметов не должна оставаться вне поля зрения и методических служб, даже если это один специалист в управлении образования, значит, нужно привлекать талантливых, сильных учителей к этой работе. У нас есть список, где руководителями методобъединения не являются учителя школ. Это значит, либо управленцы возглавляют методобъединение, которые зачастую и не работали в образовательных организациях. Невозможно научить тому, чего не умеешь делать сам. Поэтому, уважаемые руководители муниципальных органов управления, методических служб, убедительная просьба обратить внимание на эту ситуацию, и буквально в течение 5-6 дней мы обязаны с вами сформировать по всем 20 предметам методические объединения на уровне муниципалитетов. Когда мы поднимаем проблемы, оказывается, выясняется, что их некому решать на местах. А по сути дела, методика – это та ниточка, за которую нужно тянуть, чтобы распутался весь клубок проблем. В конечном итоге это влияет на образовательные результаты, это влияет на повышение профессиональной компетенции учителей, это влияет на конституционное право, реализацию этого права каждым ребенком на получение качественного и доступного образования. И ребенок не должен быть виновным в том, что он учится в маленькой школе или в большой школе. Есть учителя, способные обучать его, или нет учителей таких. Ребенок должен получить качественное образование. Это наша общая задача. Мы готовы выступить и в качестве организаторов, и в качестве методистов, и в качестве научных консультантов организации этой деятельности, но делать это нам сообща, все вместе все равно придется. Поэтому, несмотря на то, что идет государственная итоговая аттестация, несмотря на то, что вы все очень заняты, несмотря на то, что, по сути дела, я понимаю, занимаются одни и те же люди решением разных проблем в районе, все равно я призываю вас быстро по-управленчески сориентироваться в ситуации и предпринять все меры, чтобы у нас информация была подготовлена уже к окончанию первой недели июня. Такая задача поставлена главой Республики Коми, такая задача поставлена министром образования Республики Коми, и мы должны войти с вами в новый учебный год с сформированными структурами, с мобильной командой, которая может решать проблемы образования на местах. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы ждем ваших вопросов. В чате пока нет ни одного обращения, но пока мы надеемся, да, в течение какого-то времени, нескольких минут вы зададите свои вопросы, но хотелось бы, может быть, пока сделать акценты на том, что буквально вот к первой неделе, как сказала Светлана Александровна, ну, либо же так, край к 15 июля, необходимо, июня, да, простите, необходимо направить в наш адрес списки и перепроверить их. Далее, по ряду предметов или предметных областей необходимо будет провести собрание по созданию таких методических объединений и приступить до того, как учителя уйдут в отпуск, да, и приступить к созданию плана работы. Для того, чтобы вам было легче выполнить вот все эти функции, в нашем институте нашими специалистами разработан примерный шаблон для положения, чтобы опереться можно было на что-то. По этому пути мы уже шли, когда наши коллеги разрабатывали 3 положения, вернее, по 3 муниципальным, по 3 предметным областям, о которых мы говорили выше. В общем-то, этот формат уже отработан, но понятно, что любой шаблон, он возможен для творчества, он возможен для изменения, поэтому основа будет, а ваши конкретные
предложения, они могут быть внесены в этот формат. И еще одно, необходимо будет разработать план деятельности методического объединения. Есть вопросы? Есть вопрос, рассматривается ли вопрос о создании МО коррекционной направленности. Коррекционные школы выпадают из образовательного пространства муниципалитета. Уважаемые коллеги, мы готовы сообщить, что действительно такой вопрос рассматривается. Этому вопросу уделяется особое внимание на уровне министерства. Поэтому, уважаемые коллеги, мы ждем от вас предложений в состав республиканского методического объединения именно по данному направлению. В настоящее время в качестве председателя РМО по данному направлению рассматривается кандидатура Насибуллиной Татьяны Владимировны. Я очень надеюсь, что вы знаете данного эксперта. Это сотрудник Института развития образования, руководитель Центра инклюзивного и специального образования. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть конкретные вопросы по составу РМО по данному направлению, мы просим вас их задавать, потому что очень важно, что сейчас идет именно наполнение положения о РМО по данному направлению. У нас тоже сейчас состоится специальная дискуссия по данному вопросу, поэтому, коллеги, нужна ваша оценка, важна ваша экспертная деятельность, поэтому приглашаем к обсуждению положения данного положения РМО. Еще есть вопросы? Надо, наверное, потом положения, когда будут разработаны, вывесить на сайте, я предлагаю, Института развития образования для публичного обсуждения, внесения каких-то замечаний, дополнений. Все 20 положений вывесить. Коллеги, наверное, мы готовы это анонсировать. До 5 июня будет опубликован приказ Министерства образования, науки и молодежной политики об организации методической работы на территории Республики Коми. Данный приказ определит, что до 15 июня будут проходить профессиональные обсуждения проектов положений. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, принимайте участие. На сайте нашего института будут представлены все материалы. Мы вас приглашаем принять участие в профессиональном обсуждении данных вопросов. Вопросы есть? Уважаемые коллеги, спасибо вам за работу. Вопросов к нам в чате пока не видим. Если у вас будет такая необходимость, то вы видите на слайде контакты. Вы можете обращаться, и ваши вопросы не останутся без внимания. Если будет необходимо, то мы можем их вместе с ответами вывесить на нашем сайте. Всего доброго, до новых встреч, и мы ждем ваших вопросов.